Ну, как мы настраивались на победу. Вот. Ну, так иногда бывает. Один удар в ворот и на 90 минуте гол. Мы ничего не остается, как принять поражение. Мы будем сражаться дальше. Мы будем бороться за самые высокие места. Поэтому сейчас по горячим следам разобрать игру команды, ну, наверное, все-таки не это будет совсем объективно. Но играли, особенно второй тайм, с преимуществом. Но что делать, это всего лишь игра, это футбол. Хороший удар Саича, исполнительское мастерство. И поэтому мы проиграли. Спасибо. Вопросы? Отсутствие расстатка на сегодня. Он травмирован. Скажите, еще Курганский Дударь, вроде бы как бы два равных вратаря, но сейчас в последнее время Курганский получает игровую практику, в связи с чем почти нет. Ну, так получилось, что Серега занял место, и сегодня вины-то его вообще никакой нет. Там, конечно, хороший был удар, атака, он выглядит хорошо, почему. Вот, поэтому здесь это, во-первых, по вратарям решает тренер по вратарям. Вот. К Сергею вопросов нет, в принципе, каких дударей. Решили поставить Курганского, здесь как бы все. Для нас это был очень трудный матч. И скажу так, что мы подошли к нему в не очень хорошем состоянии, по большому счету, именно в турнирном положении. Практически очень сильно подвисли, поэтому очень нужны были очки. Ну, я думаю, что играя с таким сильным противником, как Неман Гродно, с очень хорошей, крепкой, сильной командой, которая борется за золотые медали, ну, наверное, в какой-то степени нам повезло, что в концовке мы могли забить, потому что была очень тяжелая игра, тяжелая борьба. Неман умел тоже моменты забить, поэтому нам просто в концовке повезло, мы реализовали момент. Поэтому сложно что-то сказать, все остальное. Спасибо ребятам, что боролись до конца и смогли взять эти 3 очка. То есть и дали нам, команде, надежду, что должны остаться в высшей лиге. Но еще, честно, я еще много, еще 4 игры, поэтому очень все трудно будет. Поэтому будем надеяться, что эту задачу решим. Спасибо. Есть ли вопросы? Вопрос такой. Габараев, по сути, номинальный защитник. Откуда у вас идея такая возникла выпустить его вперед? У меня постоянно такие идеи возникают. То Горбача Андрей вперед, сейчас Габараев, то Баглая. Когда лимит какой-то определенный есть футболистов, это, как называется, приходится выкручиваться.